я могу сказать про свою працу. Еще кольки радков, и она будет кончена. И всю свою жизнь я был православным христианином и добрым белорусом. Здається, еще только подпись поставить. Филимон Пупкин. Черт, ніяк не удало хвостика тримав ще на прозвище. Але это ничего. Это все придется переписывать и перекладать на белорусскую мову. Але это уже зробить мой вельми добрый знакомый Артемон Кукиш. Я его специально покликал для этой справы, и он хутко повинен прийти. О, это певно он. Марта, иди отчинить двери. Чертова баба, что ты там робишь, а? За что я тебе только тримаю и гроши плачу, а? Всю свою жизнь я был славным христианином и... Любочка, что ты наробила? Что, дядюшка? Ты ж одна вышла на улицу с дому, а? Ты ж могла заблудиться, альбо тебе кто-нибудь мог покрыть, а? Дядюшка, я ж уже не маленькая, как меня не могли покрывдить. Да и заблудиться я не боюсь. Хоть город я еще мало ведаю, але язык я, кажется, до Киева доведе. Ты не ведаешь, что ты говоришь. Ты послухай только, як тухкое мое сердце. Ты не ведаешь, а? Сколько тут по улицах у городе ходит злых людей. Что вы, дядюшка? Злых я не споткала, ніводного. А вось доброго человека так споткала. Подошел до меня один якийсь на улице, проводил меня аж до самого дому. И про всю дорогу мы так мило с ним гутарили. Дядюшка. Боже мой, что ты говоришь? Незнакомый человек тебя проводит до самого дома. Что вы, дядюшка, ён такие пригожие. И наш сосед живет тут, в этом самом доме. Не, Типочка, Любочка, деточка, давай домовимся, что ты без меня больше с дому, а не кроку. А без меня ни в яким разе, только со мной разом. А, коли, дядюшка, мы весь час заняты, усё нечто пишет и пишет, а мне сумно одной сидеть у хаты. Вот я и пошла, как вам не перешкоджать. Ты же не ведаешь, Типочка, что это такое? Это же вот эта рукопись, над чем я працевал опошние дни. Это моя биография. Разумеешь, Типочка? А яна будет руковаться у газете. Это потребно, это, Типочка, для популярности. Бо я, твой дядечка, решил выставить свою кандидатуру. Что дядечка решил выставить? Кандидатуру. Это так называется. Бо я в хутком часе буду министром. Разумеешь? Министром? А что ты дивуешься, Типочка? Твой дядечка моя головой, не просто головой, а министрову голову. А я николи не думала, что дядя такой важный. Коли вы первый раз приехали до нас на вёску и зашли до моей тети, так я подумала, выбачайте, что это приехал свинобой, бо нам казали, что придется подрачек свиньи куплять. Я могу и это робить. Але зараз я буду министром, белорусским министром финансов, разумеешь, Типочка? Вася? О. Але гэта мусіць, напэўна, вельмі цяжка. Ничего, Типочка, твой дядечка потрапить эту работу зробить. Бо ён и не такие штуки выраблял. Значит, Типочка, вось. Дядя, я вот что еще хотела спытать у вас. Коли вы приехали до нас на вёску, и я собиралась с вами ехать, так тетя казала, что вы наш свояк. Ці вы близко наша родня, бо я гэтага не ведаю. Ну, Типочка, не такая я уже близкая, не такая я уже далекая. Твой дед моему деду доводился... Не то я. А твоя бабка моей бабцы была... Ай, снова не то я.
твой дед и твоя бабка были мужем и жонкой у Васека. Ага, мой дед, моя Ну, бабка. як бачиш, не такая она уже Нічого не близкая, розумію. не такая она уже и далекая, типочка, не в этом справа. Ты еще меня не поцеловала сегодня на добрый раз. Доброй раницы, дядюшка. Не, Любочка, так не пойдет. Треба дядюшку у губки поцеловать. А коли дядюшку не срочно в губки целовать? Такого дядюшку, як я, Ага. зручно. Вуси Ципочка, я колются. только, як Нет, я гуся, а бороды дядюшка, у нет, меня вы нема. что? Ципочка. Нет, это не срочно, да вы же дядюшка. Я кажу, что всё. Пустите меня, дядя, не хочу. Чого тебе треба? А вот, рахунок от обеду. Я пойду в свой покой перепронуся. Иди, Типочка, иди. Перепронись. Перепронись. И приходь, Типочка, приходь. Поцелуй дядечку. А ніхто дядечку не любить, ніхто його не цілує. Завсёди ти в опреси не впору. Хоч би у двері постукала. Колись не треба було ані в двері стукаться, ані рахунок давати, покуль не було в гэтай племянниці. Что ты верзешь, некое глупство? Ты что, не разумеешь? Это что, родная сестра моей сестры. Я что я кажу, родная дочка моей сестры. Вот. Але, махлюй, я ж уже не такая дурная и ведаю, чим Тихо, гэта тихо, пахне. тихо. Что ты мне вообще, ты да ты? А? Коли я уже тебе, кольки разов тебе повторять, как ты не казала мне ты? Давай лепшего свой рахунок поглядим, что ты тут написала. Что это? Мясо? Мясо из ног подорожало, а? Что это? Ну, каждый день будет дорожать, чи что, а? А я что ж виноватая? Не я быками гандлюю. А ось я ти цукер учора купила фунт, і сьогодні знов фунт. Що ти з ним робиш? Хіба кури у тебе хотів бути? А хіба ж я його з'їла? Учора твоя племянниця Тихо. купила фунт ягодків, цілим фунтом зломана. Тихо, не кричи, бо раптом хто почує. Ну, що ти кричиш? Кольки разов я вже тобі казав, як ти не казала мені ти. Бо я в хуткім часі буду міністром. А, пан, бач, якой панаберії набрався. Ось лепш не кричи, а дай мені грошей на завтра на обід. О, кривопийцы, что вы со мной робите? Кольки ж можна вам давати? На, ось, тримай. Ти що ж, пан, даєш? Що ж я можу зварити за такі гроші? А нічого не треба варити. Тільки от постний обід зроби. Цельний тиждень будемо постувати. В таких ценах м'ясо купляти неможливо. Ось зроби постний обід, а до вчорашніх решти ще зосталося трошки. Одним словом, іди. О, Треба в душі подумати. М'ясо не будемо їсти, і що? много ти про свою душу-то думаєш. Фу. Чортова баба. З-за того, що коли поміж нами нечто було, дик. Убила собі в голову Филимон, ты женися. Жениться. На ким жениться? Анёлочек, хроства, вот и. Ай. Иди, Марта, чертова баба, дверь чини, бог, это, по-моему, уже купишь, иди. Иди, худшей. Хіба мне самому дверь Дик, ось, слухай сюди, каточек. Значиться так. Ось бачиш, я для чого я тебе і покликав. Ось бачиш, гэта рукопис. Это моя биография. Каточек, написанную мною власноручно. Можно сказать, автобиография. Усё от колыски до сённяшняга дня, усё уписал. Так ведаешь, каточек, я ж думаю, ты мне допоможешь. Ты ж за эти там маешь знакомства. Так ты допоможешь мне надрукувати, а я не пошкодую нічого.
Обожнім кавалкам хлеба з собою поділюся, коли треба серце достану, розрублю пополам, голову тобі віддам. Так ти допоможеш мені, куточок. Я ж Тимончик. За серцем нечто смокче. О, серце важна річ, я тобі скажу, каточок. Серце треба берегчи, розумієш? Ось коли хто при мені сується, кричить, лається, я думаю, о, що ти кричиш, що ти лаєшся, от тобі зараз серце ту-ду-ду-ду-ду-ду, а я завжди спокійний. Спокійне серце у мене ровно стукає, тук-тук-тук-тук. А ось я здоровий як конь, я як бик. О, розумієш, каточок? Я ж і кажу, Що? за серцем черв'я смокче. Смешно ты человек. Выпить хочешь? Він, вілітас. Еще некие замежные слова уживаешь, да? Ага. Ну что с тобой зробишь, каточек? Такому человеку, як ти, я власної крові не пошкодую. Ось наю і все. Ти ось, каточек, маєш газеті, ну почитай, така добра газетина, ось почитай, покуль що. А я пойду, погляджу, зроблю, значить, може тобі одну чарочку. Мало. А там і другая газетина есть. Ти не так само візьми. Так саме цікаве. Зараз уся газета цікавая. Вельми, почитай. Я кажу, одной чарки мало. Не прогневайся, каточек. Чим хата багата, тим рада. От ледве одну нацедив. Закуски треба. А де ж я тобі возьму закуски, каточек? У домі, ну, скринка некая сухая, хлеба лежить і все. Ти ж ведаєш, каточек, я ж зараз як монах, тільки хліб, вода і хліб. Ну, не маю я ніякої закуски. Колбасу я у шкафчику бачу. Є. У яким шкафчику, яка кілбаса? Каточек, Артемончик, ну, що ти говориш? Ну, може, это Марта, чертова баба, і тільки ведає, що гроші переводить, може, колбаси, сопродить дела. Ну, зараз погляжу, каточек, може, на твоє щастя знайду який-небудь кавалок. От ти ж глядиш, що робиться. Ай-я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 й. І сопроди ось, да? Ага. Знайшовся такий невеличкий кавалок на твоє щастя. І, да, я б сказав, не такі вже невеличкі, але я тобі скажу, каточек, ти ведаєш, що мяса шкодно много есть. Я тобі скажу, каточек, що як мясо поєш, так ведаєш, разные грешные думки в голову лезут. Такие грешные. Аж ну, і більше нічого. Так ось таким чином ти, каточек, Не зашкодить. не зашкодить. Ну, я веду одного чоловіка, так он, ведаєш, єв ту кілбасу, єв, а потім взяв да помер. Как нічого не їв би. Лучей би помер. Ну, так ось, каточек, выпивший да закусивший. Давай обсправим. Так ось, ведаешь, значит, вот этот рукопис. 8 аркушев канцелярской паперы. Я написал гусенько, и все об себе. Бо я ж такий человек, ты ж ведаешь, каточек, я могу сказать, не хвалящийся, что я могу быть примерником для молодого поколения. Вот. 8 аркушев паперы, гусенько я написал. Вот. 8 аркушів. 8 Папіри. паперы. Мало. Так я могу еще написать. Горелки мало. А где ж ее взять, каточек? Ну, ты ж не ведаешь, ну, я ж зараз, ну ніяк у меня такие велики. Шкафчику шмат стоїть. Где? В яким шкафчику? А хто там її поставив, га? Тую горелку. О, дик, это ж, каточек, это ж Вотсон. Розумієш, Вотсон, ти ж Вотсон, тут пить не будеш. Я. Ты, Вот. Вотсон. П'ю.
смешный человек, каточек, смешный. Ну что, так уже и быть, пойду погляжу, может, что-нибудь. Если правда знайтеся, ну, так я и веду на твое счастье, это чертова баба, понакупляла всякой бреды. Разумеешь, это, ну что, переводить гроши, больше ничего. Только я тебе хочу попередить, каточек, глядиков не пошкодил, а? Не пошкодит. Горелка, сердце веселить. Ну что ж. Ой, каточек, сапраўдыці, это, може, ты так жартуешь, а коли сердце веселить, так давай я поспробую. Дык вось, каточек, слухай сюды, что я тебе хочу сказать. Написал я, значит, эту свою автобиографию. Я сподіваюся, ты ж маєш знайомство в газеті. Так ти, може, ціснеш эту мою біографію в газету. Можна завтра, але лепей, як було сьогодні у вечорку. Зробим, пан міністр, зробим. Але тепер я пива хочу. Дешево взять твоє пиво, а, каточек? Дешево взять твоє пиво. Нема пива, розумієш, нема. Ну, позич гроші, пойду в Гроші, шинок і гроші. куплю. Гроші позич. Щоб вони були у мене. Ти ведаєш, які велизні розходи у мене. Я ось серцинку пригрив. Зв'язь. Ну, ты, пан министр, Ведаєш, бывайте. так, що сам не даєм, не доп'ю, а що об'єй, почекай, каточек, почекай, Тимончик, не спішайся. Значит, зараз что-нибудь придумаем. Каточек, что-нибудь придумаем. О! Для такого человека, як ти, я нічого не пошкодую. Нічого! Тільки ось зроби ти свою справу. Розумієш, каточек? Розумієш? Значится, это самое. Почекай, я себе возьму. Это вот будет тебе. А это будет мне. Значится, каточек. Разумеешь, значится, треба перекласти, ось перекласти треба, каточек. Ти слухай уважливо. Ну, Перекласти треба пан і міністр, поправочки, як зауважиш. Все зробим. Я ще не міністр, каточек. Ну, але будете. Вы ще не ведаете силы моего пера. Мое перо, як рогатина. Скидає усіх врагов, а для сябров розшишає дорогу. Ну, дик ти ось і поспробуй этим своїм пером, якое як рогатина, значиться. Ти, значиться, поправочки такі-сякі зроби. Ось. Пером, якое як рогатина, розумієш, каточек? Ось. Разумею, это можно сказать для стилю хоростла поправочки. Во-во-во-во-во. Такі-сякі поправочки зроби, каточек. А я тебе дякую. Далі Бога дякую. Ну, Я чоловік бідний, але дякую. Об гэтым не варто гутарить, Ну. это само собой. Але такое глупство. Мы наоборот вельми рады, что гэтаки несмяротный твор будет друковаться в нашей газете. Это, можно сказать, политичным, патриотичным, националистичным, коммунистичным.
Революция. А что? И сапраўды революция, переворот. Это хай все читают, хай все ведают. Кто такий Филимон Пупкин? О! Але, каточек, у меня до тебе еще есть одна справа. Ведаешь? По белорусской мове мне много не треба, каб я только резолюцию мог накласти, и каб никто не зауважил, что, значит, я ничего не разумею. Знаешь, Зараз подумай. подумай, каточек, подумай, добре, подумай, каб не перешкоджало тебе думать ничего вообще. Подумай, каточек, подумай. Маю уже. А, Микола. будем молчать, это, и это, треба ж ко мне никому ничего не разумеешь? Я пень. А кто такие? Добрый хлопец. Микола Светляк. Сусед ваш над вами тут живе. Ага. О, так это ж вельми добре. Это ж вельми добрый каточек. И он быцем бы як по суседску зойти до меня, и мы с ним займемся справой, разумеешь вам? А дорого возьми. Йор? Ціні. Угу. Сходится здарма. Як здарма? Чому здарма? За що здарма? Ну як здарма? Ну не так, як здарма, ну і здарма. Ну нічого, ми з ним як-небудь домовимося вже. Дик ти його покликай до мене. Завтра. Ні, що там завтра? Сьогодні в обід хай заходить. Добре, каточек? О, а зараз пробач. Пробач, каточек, у мене, розумієш, такі справи ось. У кожного політичного діяча свої приватні справи, розумієш. Справа в тим, що ось клопоти. Клопоти, розумієш, такі приватні. Пан міністр, я ж кажу. Ви же ведаете, усі ми люди. А як же ж? Усі ми чоловіки. Усі ми чоловіки. Каточек, приємно з тобою говорити. Ну, кожен буває. Розумієш. Всякі розходи. Які розходи? Ну, всілякі розходи. Ну, може, як-небудь після того розходи. Зараз. Приказка пан міністр каже. Двойше дає, той, хто зараз дає. Ну, може, невеличкий авансик так і не пошкодило. Больше. По максимуму. Больше. Эх, каточек, смешный ты человек, каточек. Ага. Погляди, який сьогодні на дворі. Ой-ой-ой. Птушечки співають, ясна, хутка. Погляди на надвор'я. Зараз ми тут поглядим, що тут є. Ось, тримай на розходи. Тримай, каточек, тримай. Тримай. О, ось. А это вот на расходы. Ось так. Я не шкодую для тебе, каточек, а нічого. Я ж тобі казав, хоч серце, хоч власною кривіною. Що хочеш ось на розходи? Это Що? могутный штрих Ага. у вашей новой меты. А, то відомо, що... Усю ночь просижу над вашим. Яка ночь, ми ж домовилися, вечорку тиснеш. Горни ось гэты рукопис, і зараз. Это могутный штрих. Каточек, Артемончик, Могутный штрих у вашей. Иди, Новой меты. иди. Одишь колбаса. Вот кривопийца, а. Стойки горелки вышел кто, а. Ты гляди, что робится. Кривопийца. Але что зробишь, а? Ничего не зробишь, зараз без хабара да без знайомства. Навіть і міністром ніяк не станеш. А зараз треба поглядіти, чим там Любочка займається. Пирата.
ўжо ж і гэта здыме. Здымае, ой, бедненькая, несчастненькая сиротонька. Ай-яй-яй-яй-яй. Здыма... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же это робится? Ты погляди, что робится. Что? Старый бессоромник. Ты, Марта, сущим про господарку ничего не дбаешь. Ты погляди, у тебя на дверях паутине ничего не видать. На шахте у тебя паутине. На углах. Двери я вчера протирала. Тихо, тихо. Что ты мне все, ты, на тебя, у тебя, Ромашек, у тебя. Я в будущем разе буду министром. Тут будут бывать разные важные люди. Разумеешь ты, а то еще мне ты, Филимон. Ну, добро вже. Тихо. Ну, казать пан, ваш якой фанаберії набрався. А колись было не тое. Тихо. Ты, Марточка, такая, ты, Тихо, Марточка, гедакая. тихо. Я на тебе, Марточка, жениться буду. А теперь что? А не могу я на себе жениться, бо я дам слово, что буду жить как монах. Як монах. Монах. А эту типочку Тихо. думаешь, на что звездки привез? Тихо. Можно як монахом жить, в монастырь идти, а? Не могу я слушать твоей связи. Так пятый шаг, коли бы это вот терпение моего не хапая, так давно уже выгнал тебе к чертовой матери и другую кухарку нанял. Я тебе с милости только трымаю, ведаешь, это восемь что? Что? Моя! Литости, Галина, ты в первый раз в кухню Тихо, пришел. тихо, что? Может, так само с литости. Тихо, Чтоб тихо, потом тихо, было. тихо, раптом Ты, то матушка, подсуне. ты, матушка, Зёя, Ой, ты не могу, опять твоей поймала. связи не могу. Что? У меня голова задурена этого. Я пойду на улицу, проветрусь. По ветрам свежим подыхаю. Иди почини за мной двери и не выйти ни с кавычи. Чёртова баба, иди за мной, зачини дверь. Вот я должен А я не готова разбирала. Добрий день, пані Любочка. Ой, гэта вы? А не мог бы нехто убачить? Мог бы дядечка? А ваш дядюшка не убачить. Ён ідзе праз усю вулицу з Мартай лаецца, ён не убачить. А что будет, як ён вернется? Ну, я таким самым чином вернусь до себе. Нет, я не... Мой дядя вельмі мяне любіць і страшэнна боится, каб со мной нешта не здарылася. Як я ему сказала, что вы сами меня проводили до дому, так ён гэтак пляснуў руками, ты крикнул: «Что ж ты наробила, Любочка? Незнайомый мужчина проводит тебе до дому». Але мы ўжо ж знаёмы, ці не так? Я не ведаю, можа гэта сапраўды не гожа. Чаму не гожа? Пані Любочка, няўжо ж было б лепей, каб адзін стары дурань падышоў да вас, ткнуў у вас пальцам і сказаў, што гэта пані Любочка. А потым ткнуў мяне, сказаў, што гэта Мікола Светляк. Няўжо ж гэта было б лепей? Я не ведаю, але люди кажуць, што... Пані Любочка, людзі шмат чаго кажуць. І тыя, хто кажуць, якраз робяць наадварот. Трэба жыць, як падказвае нам наша сэрца, наша сумленне. Я першы раз чую такія словы. Я нядаўна з вёскі, я там жила у цёці. Там не умеюць гэта казаць, як вы. А дзедзька таксама не такі чалавек, як вы. Ён если толькі: «Ах, Любочка, каб ты, Любочка, не заблудзілася, каб ты, Любочка, не прастудзілася, а каб тебе злыя людзі не пакрыўдзілі». Пані Любочка, а як вы лічыце, я злы чалавек? Не, вы добры. Я наогул не ведаю, які я. Мне здаецца, усе людзі аднолькавыя. Што тычыцца мяне, дык я праз усё сваё жыццё жадаў бы глядзець у ваши блакітныя вочы, цалаваць ваши ручки. Ой, что вы робите? Гэтак не выпадае. Кажуць, што толькі замужніх цалуюць у руку, а паненак А нельга. вы для мяне як ікона, на якую трэба маліцца. Чаму нельга цалаваць ваши ручки? А что вы робите? Устаньте, зараз же устаньте. Вось табе на, дядюшка пришел, хавайтеся. Добре, лаваш свежая. Что? Кто тут? Кто вы такие? Як ви сюди трапили, а? Что вы тут робите? Сусед, живу тут над вами, белорусский наставник Микола Светляк. Про вас мне казав Кукиш. Добре, добре.
Але ж я чекав вас у обед, а вы так рано пришли. Ну, так это ничего. Сядайте, коли ласка, мы домовимся с вами одразу. А в цене, може, потім, як ви прийдете, домовимся. А зараз мне хотелось ведать. Справа в тім, що Кукіш мне казав, что вы пишете без ять. И у кожним слові, типа слова, уживаете фіту альбо іжицу. Ось мені і цікавить, коли гэта іжица уставляється. Ижица на часом уставляется. Ага, добре. Дик ведайте, мне много не треба. Только яку-нибудь резолюцию накласти на папірку, так і все, каб ніхто не здогадався, що я нічого не тямлю. Ви мене розумієте? Пробачьте, коли ласка, ничего не Ну, Кукіш вам казав що-небудь чи не казав? сказал. Ну, так вось, особливо мені цікавить, коли гэтые хвостики над ум ставятся. Разумеете? Так вы же даете учиться по-белоруску. А хіба Кукіш вам нічого не казав про гэта? А? Сказал. Ну, дык усё, дык давайте мы зробим так. Коли вам зручно, у обед приходите, и мы с вами займемся справой. Трошечки помучимся. Помучимся, вы меня помучите Так по-белорусски. я з приємністю, у меня шмат свободного часу. Это вельми Ви ведаєте, я одразу не зрозумів, що від мене ожидає. Я, Кукіш, что вам казав, то я не с вами разговариваю. Дякую тобі, матка, що ти почувши мой крик. Оттягнула від мені дядечку. Бо мені було гидак прикро, коли він підійшов до мене і почав цілувати у шию. Невже ж усі дяді гидак цілують своїх племянницю? Ды твой дядечка, Любочка, гэта не такі звычайны дядечка. А так, як і не дядечка. Як так, не дядечка? А навошта ён узяв мене з вёски і привез сюди? А вось дзеля гэтага самага. Дзеля чого? Ведуткі. Фіга з маком. Гэта яму не ўдасца. Што не ўдасца? Вось гэтае самае распутства. Вывчаш ты да мяне гэтак жа. Пацалуй, Мартачка, пацалуй, ціпачка. Няўжо ж дядя гэтак любіць цалавацца? Да ён на усялякія гэтакія штукі майстар. Можа, ўжо і табе абяцаў, што будзе жаніцца. Як так жаніцца? Так ён же мой дядя! Такі ён твой дядя, як я твоя цёця. Бессаромством пачаў на стара займацца, вось і ўсё. Я нічога не разумею, што, навошта, якім бессаромствам? Добра, зараз растлумачу. Толькі ж ты, Любачка, маўчы, нават выгляду не паказваеш, што ад мяне нешта даведалася. Бо як ён даведаецца, вось дрэнна будзе. Твой дядя привозит тебе сюда от тети, что ему надо сподобалось. Сподобалась ему твоя молодость, твой свеженький тварик, а тетя не догадалась, кому тебе отдала. Тое, что зараз деется, это только кветочка. А ягодки пасля будут. Ах, який страх. Ага. Что ж робить? Да ты, Любочка, лепей напиши до теточки, а як яна сюда приедет, дык я все сама як след растлумачу. Добра. Толькі ж ты маўчы, Люба, і нічога Філімону не кажы. Бо як ён даведаецца, вось дрэнна будзе. Ах, Боже мой, який ж страх. А я ж думала, что дядя добрый человек, а ён вось які. Правду кажаш? Не такі уж благі. Але страшэнны паскуднік. А мне тут так сподобалося. Тут веселей, чим на вёсцы. Але коли ти кажеш, що треба написати до тьоті, так я сяду і напишу. Пиши, пиши, Любочка. Добре. А я пойду на кухню обед догляжу. Ага. Пиши. Толькі ж нічога Філімону не кажи. Мгм. Бо як доведається...
Ось дик штука. А я ж думала, що дядя добрий чоловік. А він ось який. Треба написати до тети, хай она приедет и во всем разберется. Дорогая теточка, мой дядя, так зовсім і не дядя. А так. І тепер, як я довідалася, Добрый прошу день, пані тебе, Любочка. що ви наробили, хутко вернеться дядечка, вам і знов придеться ховатися, як тоді. А ваш дядюшка сам запросил меня до этого. Сам запросив. Ой, як я рада. Я буду наставником белорусской мовы. Зараз первая лекция. Але як же гэта сталося? Ви ж не були знайомі з моїм А дядей. это все наладил мой приятель Кукиш. А, так і не шалуйте, бо мені гэта так незручно. Не уж вам прикро, коли я целую ваши ручки. Не, я не то я хотела сказать, я наоборот, я вам, вы мне, Пані ну я Любочка, не ведаю, як це сказати. Скажите мне, вы меня хоть крышечку любите? З того самого часу, як я убачив, я навіть не летутів об щастя мати можливості бачити вас кожен день. Ну поглядите на меня своими очками. Откажите мне, чи любите меня? Але мне соромно. Чому? Любить і бути любимим – це найвеликше щастя на землі. Але як любиться, треба добре познатися, а ми ж гэтак мало знайомі. Любов – це як маланка, і вона одразу в серце і все. Ну, откажите мне, чи ви мене любите? Я не ведаю, со мной нечто такое деется. Я не ведаю, что сказать. О, дядюшка пришел. А, вы ўжо тут, пані Святляк. Гэта вельмі, вельмі добра. Значыцца так. В першую чаргу мы павінны з вами дамовіцца об оплате. Я чалавек бедны. Я много платить не могу. Вось. Ви ведаете, я згоден і так, у меня шмат свободного часу. Это добра, это добра. Я з вами разлічуся, ну, тады, калі ўжо займу сваё становішча, стану міністрам, я вас до себе ў канцелярыю возьму. Вы з маёй дапамогаю, вы сакка заедете. Но коли надто высоко, это небяспечна, можно полететь вниз. Добра сказано, добра. Гэта бывае, але не заўсёды і не заўсялякі бывае. Ну дык што, не будем марнаваць часу, бо у мяне часу вельмі мала, трэба заняцца. Так, Я вось тут узял книжечку. Треба написать диктовку, каб я уже ведал, колькі вы умеете. это добра, вельмі добра. Давайте, подиктуем, попишем, давайте. Я готовый. Найвялікшае шчасце людзей і багоў была і будзе заўсёды любоў. Счастье людей и богов. Добрая фраза, Любочка, так? Добрая фраза людей и богов была и будет заўсёды. А вот это любовь, пані Святляк, любовь. У с хвостиком тут. А любоў яна заўсёды з хвосцем. Добра сказано, добра. Добра, Любочка, правда? Цікавая фраза, правда. Ну что, я уже написал. Можно далее. Так. Ты и я удвоих Ты. станем змагать Я. горе, беду, понижение и Их. блуд. Жить, любить и терпеть ненаглядка с тобой. За свой смученный край, за свой... Чекайте, я же не поспеваю. Як там вы сказали? Жить, Жить, любить и терпеть ненаглядка с тобой. терпеть. Ненаглядка с тобой. Чего тебе треба? Поштальон газету принес. О, это добро, вельми добро, что почтальон принес газету. Это вельми добро, это добро. Почитаем, зараз почитаем. Тут повинен... Перервемся, как у пани сказать, перервемся. Тут повинен быть материал один такий. Один материал повинен быть. Зараз почитаем. О! Вось он. Вось он. Что это? Что это? Что это вот? Мою биографию обсмеяли мою биографию, а? Что это, яны, гады, а? Что яны? Ай-яй. Что это? Любочка, ты побачь, мою биографию обсмеяли, а? Так можно я в другий раз? Не, почекайте, а?
Я зараз дочитаю эту паршиву, погану газету. Зараз дочитаю, почекайте. І ми потім протягнемо. Это що ж вони написали, а злодій, а? Ах, я ще одного кутіша вашого споткаю. Хіба я з його 4 тільки скручу, а з этого кутіша? Хіба я не знаю його ніколи, що ж він кіцель не робив, а? А ще горілку мою пив, а ще кілбасу мою їв, а що ж він наробив, що він надрукував, а я ще взяв на розходи, і добре, що я йому мало дав. Что это? Я лишь меня провалили. Кого, дядюшка, провалили? Провалили меня, провалили. Не турбуйтесь так, сядайте, мы подтримаем, не провалите. А идите вы к черту! Того, что мне ваша та белорусская письменность, коли я у министра не трапил, меня провалили. Ай, провалили, Я хотела с Цыпочка. вами поговорить. Ой, ты одна солода моего життя. Нет, Ну, дядя, я не хочу. что ты не хочешь? Ну, скажи, что ты хочешь Я сказать хочу мне? сказать, что я поеду в вёску, а альбо в іншее место, але тут жить не буду. Чему? Тому что дядя, это зусім и не дядя. Кто это тебе сказал? Цыпочка. Кто Любочка. казал, что не казал, или я тут жить не буду. Отдайте только мои документы. А, я ведаю, кто это сказал. Это чертова Марта. Ну, Цыпочка, Любочка, ты ж послухай меня. Як я приехал до вас на вёску, до тетки до твоей, як я тебе побачу, такую прихоженькую, беленькую, червоненькую, так я ж тобі подумав, сиротинка, я возьму тебе сюди у хату, у свою квартиру, и мы будем с тобой жить разом, и ты до меня привыкнешь, и потом и покахаешь меня. Что вы, дядюшка? Вы ж такие старые, а я еще молодая. Я старый! Ты молодая, ты дурненькая, ты еще ничего не разумеешь. Так я ж тебе поведу про життя як по маслі. Розумієш? Ничего з этого не будет. Чому? Цыпочка, Цыпочка, ты еще не ведаешь, что я могу. Ты ведаешь, ты, может, думаешь, что я бедный? О, ты еще не ведаешь, что у этой шафе есть. Я вельми богатый человек. Я вельми, когда я так прикидываюсь. Потребны мне ваши гроши. Отдайте только мои документы. Все ясно. Это Марта, чертова баба. Ну, так я на тебе женюся. Я на тебе Я не женюся. хочу, как вы на меня женились. Отдайте только мои Марта, документы. чертова баба, что я наговорила, Любочка. Обед уже готовый. И подавать уже. Подавай, как ты треснула. Марта, а что будет с моими документами? Ты достанешь? Ты чегось, я ведаю, где он тримаю всі важні папери, а ти біжи хутче збирайся, поки його нема. добре. Добрая дзяўчына, няхай уцякае адгэтуль. А яму я ўжо колькі разоў казала, што гэта яго міністравыя фанабэры і да добра не давядуць. Але добра тое, што ў міністры не прыме. Прынамсі, чалавекам будзе. А ключы трэба на месца палажыць, бо як убачыць, вось крыку будзе. Ось я вже покидаю його хату. Але так покидати гэтак незручно. Треба йому письмо написати. А я нічого ж не дренного і не зробив. Тільки все вдимає да цілує. Дорогий дядя, хотя вы мне и не дядя, але я уже гэтак привыкла. Любочка, Я сёння ці ти уже хутка. хутка, Микола, почекай, я только письмо напишу дяде. Покидаю ваш дом. И прошу, не гневайтесь. Ваша Люба. Ну ось усё. Треба вже йти. Кто тут? Это вы, пани.
нашего святла. Провалили. Кажуть, что я не белорус. А кто тут Беларусь? И где тая Беларусь? Это вся мода на белорусскость. Хутко скончится. Все мы будем с твердыми знаками. Все будем с твердыми знаками. А все ручьи сольются в русском море. А единая и неделимая матушка. О, вот это идеал. Это вся белорусскость хутко пройдет. И все мы будем с твердыми знаками. А ты, Любочка, молодого тебе захотелось скакунчика. Вот он поскачет, а справа не зродит. Як вы смеете, пан Пупкин? Молчи! Молчи! Я ведаю, что ты злодей. Ты души человечей крадешь, вот в этот чемоданчик кладешь. Отдай душу, я кажу, отдай! Вы, я бачу, хворы, вам треба легче. Ага, я лягу, а ви з-под подушки мені ключі возьмите. Я все бачу. Я все бачу. Не брав я ніяких ваших ключов. Не белорус, кажете, не белорус. А кто белорус? Где тая Беларусь? Пан Пупкин, мне вельмі вас шкада як старого хворого чоловіка, але я повинен сказать вам некалькі слов правды. Вам, который дагэтуль нічога не меў суадноснага з Беларусю. Зараз вы вырашылі стаць на чале беларускага народа. Дудки, пан Пупкин. Где вы были тады, як нас плевками осмеивали за нашу белорусскость? А, тады вас не было. А зараз вы вырашили зварить свою кашу про наши агенщики. Не, пан Пупкин. Наш народ уже не такі дурны. Он зразумеў, хто і што, і куды яго веде. Эх, пан Пупкин. Наш народ пройдзе праз вас, як праз сухую непатрэбную траву, а калі трэба, то і здратуе, як непатрэбную рэч. Хадзем адсюль, Люба. Як ты смеешь меня в моем доме получать? Вон от гэтую блазню! Ну чаго устаў? Ляжаў бы лепей. Что я на тут написал? Дорогие дядя, хотя бы мне и не дядя, але я уж так, блин. Пошла, утекла. А я заставщик. Ну и что? Ну ось я знясиленный, ну так идите прось меня топчите. Дратуйте меня. А яна ж утекла. Куды яна пайшла, куды? У народ пайшла. А что ж гэта за народ? Это ж хамы шалёные, а не народ. А я зусім один застаўся, зусім один, зусім один. Я при табе. Ну вставай уже, уходим. Ляж на ложку. Гляди меня, ведьма ты старая. Ну успокойся. Гляди, куды хочешь, туды и веди. Утекла. Провали меня, провали.
У роли Филимона Пупкина актор Михай Стрижов. У роли Любы актриса Ирина Белугина. У роли Марты актриса Виктория Отраднова. У роли Миколы Светляка актор Владимир Отраднов. У роли Кукиша актор Виталь Абжельян. Музыка Юрия Вальмуса. Режиссер Михай Стрижов.